Здравствуйте. Доброе утро. В студии Рустем Каримулин И Ассоль Мухамедянова. Мы рады приветствовать вас на телеканале «Новый век» и приглашаем это утро провести с пользой и информативно. Сегодня мы поговорим о нашем городе, сохранности его исторического облика. В преддверии Дня защиты детей расскажем о тех, кто нуждается в заботе взрослых, и дадим несколько советов по воспитанию подрастающего поколения. И это еще не все. Советы юриста. Что делать, если ваша собака напала на прохожего? На заметку. Как создать интерьер в стиле конструктивизм? Казань – один из самых красивых городов страны. Это признают и многочисленные гости нашего города. А знаем ли мы свой город? Посвятите свои выходные прогулкам по Казани. Уверены, вы откроете для себя много нового. Часто ли мы ходим на экскурсии по городу? Нет, я не говорю о поездках и путешествиях. Я об изучении своего родного города. Если не считать тот поход в музей в 7 классе, наверное, нет, не часто. А ситуацию надо исправлять. Согласитесь, если туристу рассказать, что от Кремля по Казанке можно доплыть до самых голубых озер, он воспримет это как данность. А вот многие казанцы удивятся, что такое возможно. Маршрут Галины Кривцовой диктует сама река. Участники экскурсии отправляются в путешествие мимо старых слобод города – Козьей, Подлужной и далее вверх по Казанке. Когда я училась на курсах и только начала узнавать Казань, казалось, что все так просто, но все лежит на поверхности. Я же родилась в Казани, все так просто. Но чем дольше я узнаю город, тем так я его по слоям раздеваю. И сейчас просто обилие материала, которое очень сложно уложить вот в это маленькое время экскурсии. Провожаем ребят в путь и отправляемся на экскурсию по деревянной Казани. Этот проект нацелен на то, чтобы привлечь к экскурсиям казанцев, обычных горожан, чтобы не только для туристов экскурсии проводить, да, для людей, которые не знакомы с нашим городом, для них он действительно является удивительным, они восхищаются. Но вот этот проект именно на то, чтобы сами обычные казанцы, сами горожане увидели красоту во всем, что их окружает. Деревянные дома, небольшие чистые дворики. Атмосфера здесь особая, будто за 2 столетия ничего и не изменилось. Впрочем, это правда. В доме Арбузова, например, сохранилась даже внутренняя планировка. А вы знали, что улица Ленина раньше называлась улицей Первая гора, и по ней даже когда-то проходил Пугачев в Казани? Казань таит миллионы интересных историй, и они не всегда в книгах и музеях. Они рождаются каждый день. Нужно только уметь их услышать и умеючи рассказывать. В эту субботу, 2 июня, стартует уже 3-й сезон казанского Том Сойер Феста. Фестиваля с необычными целями, о которых расскажет один из организаторов Дмитрий Алосин. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Очень рада вас Здравствуйте. Дмитрий, Том Сойер фестиваль, название довольно необычное. О чем? Какая цель мероприятия? Цель фестиваля? Цель мероприятия все-таки восстановить и сохранить ту историческую среду, которая находится в нашем городе. Да? То есть отчасти это деревянная Казань, это уникальные есть и памятники, и просто средовые дома нашего города. То есть, по сути, такое сердце, и откуда пошел наш город. Конечно. А вот фестиваль проходит уже не 1-й год. А что уже сделано? Расскажите, пожалуйста. Сделано уже 7 домов. Это на улице Волка в основном. Мы делали действительно деревянные дома, полукаменные дома, восстанавливали, помогали жителям, чтобы наш город действительно был краше, и их дома сохранялись все дольше и дольше. Еще мы знаем, что фестиваль общероссийский, то есть сразу несколько городов принимает участие. Да, в данный момент уже больше 20 городов. Это там Саратов, Хвалынск, Киров, Томск, то есть Рязань. То есть это география очень обширная сейчас. А вот какие дома были отобраны для сохранения силами волонтеров и как это происходило?
Это происходило достаточно сложно, на это уходит почти вся зима. Мы отбираем, чтобы дома не были совсем такими в удручающем состоянии. Да, чтобы обязательно он имел хозяина, то бишь там это был частный дом, чтобы он принадлежал кому-то обязательно, чтобы было кому-то помогать, в том числе. Ну, у нас такой есть небольшой консилиум, да, наш такой совет, который включает в себя и градостроители, и профессиональные строители, много, в общем, художники в том числе. Да, но получается, что ведется у вас такая совместная работа именно по сохранению, чтобы... Да, по сохранению. То есть, а как вот это происходит? Зимой вы прогуливаетесь по нашему городу или как вообще вот это? Да, каким образом идет отбор? Мы прогуливаемся, мы общаемся с жителями, с местными жителями на улице. Мы находим этих людей, которые живут непосредственно в домах, рассылаем письма обязательно и общаемся. В процессе общения выясняем, действительно, стоит ли этим заниматься, какие у людей непосредственно мнения на этот счет. Иногда приходится переубеждать, люди уже, к сожалению, не верят в добро, в такое вот. Так и происходит, но у вас движение волонтерское. Да. Каким образом отбираете волонтеров? Может, у вас какая-то уже налажена связь в социальных сетях? Да, действительно, нас помогают очень сильно социальные сети, но как таковое, скажем так, отбора нет. Здесь действительно все добровольцы, все к нам приходят совершенно по доброй воле. Само То название. есть любой желающий может принять участие в этом? Да, совершенно верно. Даже вы можете прийти к нам вечером и помочь пошкурить, покрасить наши дома. То есть вот своими руками, можно сказать, вкладывая частичку своей души, да. Вот реставрируете вот эти дома? Мы, конечно, все обучаем, рассказываем, что как правильно делать, чтобы все не испортить. Да, ну давайте приоткроем небольшую завесу тайны и расскажем, какие дома вот следующие на очереди на реставрацию. Ну, самое первое, где происходить будет открытие 2 числа, это в 2 часа, это улица Волкова, дом 14. Затем дальше мы двигаемся, дом на улице Достоевского, такой большой зелененький дом. Есть у нас также в Старо-Татарской Слободе в этот раз, на улице Сары Садыковой, на улице Щапова. Нет, прошу прощения, в этом году Щапова не будет. А чем интересны эти дома, скажем так, с исторической точки зрения? С исторической точки зрения, как я вначале сказал, они действительно составляют историю нашего города. Многие люди действительно приходят и приезжают в этот город посмотреть на то, откуда же пошла, что такое деревянная Казань. Это очень много интересует людей. Наша история, конечно, это же очень интересно посмотреть, как люди жили раньше и попытаться вернуть старым зданиям былой вид, но на современный лад. Да. А вот какого года постройка была самая старая, над которой приходилось вам работать, да, и вы сумели сохранить? Так, самая старая постройка, это, наверное, все-таки конец 19 века. Конец начала 20 века, вот эти все дома, конечно. Это ведь такие хрупкие уже здания, мне кажется, да, и рука должна не дрогнуть. Рука не дрогнет. Но на самом деле, что это действительно слово «кажется». То есть на самом деле они еще крепкие, простоят еще 100 лет, и это будем прекрасно. способствовать. Ну и какое количество людей принимает участие в, например, в восстановлении одного дома? Да? В течение одного сезона мы примерно, порядка 150-200 человек к нам приходят и уходят. Таких постоянных наших волонтеров там около 70. Это столько неравнодушных людей в нашем городе, которые готовы помочь. Да, это очень приятно. Спасибо огромное вам, Дмитрий. Итак, напоминаем, что 2 июня стартует 3-й сезон казанского Том Сойер Феста. Вот такой фестиваль с необычными целями. И все, кто желает приобщиться вот к такому благородному делу, присоединяйтесь. Давайте восстановим наш исторический город. Его исторический облик. Спасибо огромное, Дмитрий. Такая приятная была беседа. А у нас реклама. Не переключайтесь, мы скоро вернемся. Доброе утро! Наступило время традиционного гороскопа в нашей программе. Овнам не терпится внести в свой образ жизни нечто новенькое, но этому препятствуют тайные сомнения и старые привычки. Не подавляйте в себе желание новизны, оно абсолютно естественно. Тельцы, вы отлично поработали и многого добились. Настало время расслабиться и оглянуться вокруг. Скорее всего, многое успело измениться, пока вы трудились, не покладая рук. Но избегайте непродуманных инициатив в финансовой сфере. Сегодня не стоит спешить с новыми покупками и перераспределением бюджета.
Близнецам предстоит столкнуться с состоянием дежавю. Ощущение того, что вы однажды проживали те события, которые происходят вокруг, будет действовать гнетуще. Чтобы немного прийти в себя и нормализовать обстановку, нужно встретиться с близким другом. Душевная беседа поможет многое расставить по своим местам. Гороскоп обещает раку рост доходов и расходов. А вот как все это скомбинировать без ущерба для бюджета, решать вам. На личном фронте все будет обстоять как на поле боя. Избранник будет постоянно нападать на вас и терзать допросами. Сегодня Лев будет в ускоренном темпе налаживать финансовые дела. Будьте крайне осторожны, а также меньше рассказывайте о своих доходах и планах на будущее. В любовной сфере у Льва может появиться соперник, кстати, достойный. Девы, вам гороскоп предсказывает конфликт с любимым человеком, но это благоприятный день для вылазки на природу. Если есть желание полноценно отдохнуть, то нужно искать места, где и душа порадуется, и новые впечатления появятся. Продолжаем программу. Не секрет, что популяция бездомных собак в наших городах с каждым годом растет. Как вести себя при встрече с бездомной или агрессивной собакой? Прежде всего, собаку нельзя пугать, то есть кричать на нее, размахивать руками или пытаться ударить. Никогда не смотрите собаке прямо в глаза. Пристальный взгляд во всем животном мире воспринимается как вызов, как сигнал к нападению. Далее, если незнакомая собака занята едой, то ее всегда следует обойти. Если же к вам подошла чужая, незнакомая собака, следует сразу же остановиться. Не надо кричать, прогонять ее или пытаться убежать. Наверняка собака только обнюхает вас и отойдет. А что делать, если все эти советы вам не помогли, и собака все же напала на вас, да еще и покусала? Вот что говорит закон об ответственности хозяина собаки. Здравствуйте, Руслан Эмильевич. Здравствуйте. Домашнее животное – это не только радость, но еще и ответственность. Представим, если владелец собаки не уследил за своим питомцем, и он кого-то покусал. Какая может наступить ответственность? В случае, если хозяин не уследил за своим питомцем, и его собака причинила вред или причинила ущерб третьему лицу, то потерпевший имеет право в судебном порядке взыскать с хозяина собаки причиненный ему ущерб и причиненный ему вред. Для того, чтобы возместить свои расходы на лечение или на имущество свое, ему необходимо обратиться в правоохранительные органы, дать пояснение. Сотрудниками органов будет составлен акт, опрошен хозяин, свидетели. После получения документов потерпевший имеет право обратиться в суд. А что, если напали бездомные собаки? Кто тогда будет за это отвечать? К сожалению, если вас укусит бездомная собака, в данном случае ответственности никто нести не будет. И свое лечение вы будете оплачивать сами. Ну что ж, Руслан Эмильевич, спасибо за полезную информацию. А теперь другая история с собакой. Позитивная. В интернете набирает популярность видео с хаски, которая в течение нескольких часов радовалась изменению в домашнем интерьере. Смотрите, как радует собака. Хозяин этой собаки сделал бассейн из шариков прямо в своем доме. Купил 5400 шариков и сделал свою собаку самый счастливый в мире, рассказал мужчина в видеоблоге. На это развлечение мужчина потратил $54 или около 3000 рублей. Оно же принесло невероятное счастье собаке и заняло ее на несколько часов. Куда подевал эти шарики хозяин после того, как хаски вдоволь наскакалась, не сообщается. Возможно, что он собрал их, чтобы периодически преобразовывать интерьер своего дома в парк собачьего аттракциона. А у нас в программе другой совет. Мы расскажем об интерьере в стиле конструктивизма. Есть ли в нем место для такого вида собачьих забав? Решать вам. Доброе утро! Для оформления стиля конструктивизм нужны четкие геометрические формы. А внести нотку элегантности поможет хрусталь в стиле арт-деко. Смотрите. Чтобы создать гостиную в стиле конструктивизм, необходимо обеспечить естественное освещение в комнате, добавить сдержанный декор, используя светло-нейтральные оттенки и, конечно, четкие геометрические линии. Данный интерьер не стоил таких больших затрат по материалам. В основном мы небольшой акцент, конечно, делали на то, что если по ценникам рассматривать, то багеты у нас ушли по цене достаточно хорошо. А как раз-таки стены мы взяли в таком среднем чеке, чтобы в дальнейшем можно было
и не жалко было просто переделать. То есть изменить и цветовую гамму, то есть этих стен. Дальше, если мы здесь посмотрим, то основной акцент можно сделать на кирпичную стену. В кухне преобладает современная техника. Также предусмотрен островок, в который в нужный момент может послужить обеденным столом, а журнальный столик превратится в место отдыха. Данное помещение уже получилось более акцентное и сочное, в отличие от предыдущей большой комнаты. Здесь у нас за основу берутся ромбы, то есть это и положило начало данной комнате. От него уже пошел весь текстиль. Если мы посмотрим, можно увидеть о том, что здесь очень легко можно трансформировать именно саму комнату за счет цвета. Мы также взяли нейтральные стены, но за счет декора можно все обыгрывать. Для уюта мы добавили бра с хрусталем, и для увеличения самой площади визуальной мы взяли шкаф-купе с зеркалами. Полностью в полный рост. В ванной комнате изящно решена проблема хранения. В мебели и сантехнике также прослеживаются четкие геометрические формы. Дополнительно их можно подчеркнуть за счет использования одного основного цвета. Меня устраивает вот этот белый фон. Он успокаивает, он никогда не надоедает. И он как раз-таки, как для творческого человека, является белым полотном, где можно творить и каждый раз что-то трансформировать. Нам очень нравится, очень комфортно. Мы всегда мечтали о такой светлой квартире для нашей маленькой семьи. Конструктивизм – это строгая геометрия, четкое цветовое деление и практичность. Поэтому выбор такого стиля делают молодые и активные люди, где внешняя сдержанность раскрывает богатство внутреннего мира владельца квартиры. От конструктивизма перейдем к авангарду, о его художественном воплощении в работах лучших художников, что имеются в коллекции Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан. О коллекции работ русских авангардистов и ближайших планах музея говорим с директором музея Розалией Нургалиевой. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, для всех ценителей искусства откроем несколько имен и картин русского авангарда и коллекции вашего музея. Надо отметить, что мы практически впервые так полно и емко показываем свою практически всю коллекцию. Вы знаете, что наша коллекция русского авангарда и символистов, она очень востребована, и она практически у нас путешествует не только по России, но и по миру. И вот к этому времени, к этим спортивным событиям, к посещению многих гостей Казани мы открываем практически полную часть собраний, полное собрание символистов и авангардистов. Наш Михаил Врубель, потрясающая совершенно работа. Это один из вариантов эскиза росписи для особняка, московского особняка, одного известного Морозовых. Это, конечно же, сразу же рядом с ним будет работа, это Николая Рериха. Николай Рерих, Багаевский, Сарьян, это Борисов Мусатов, Головин. Это основатели вот этого мистического мира, мистического творческого мира. И это, конечно, очень известные художники не только в России, но и в мире. Надо сказать, что, конечно же, работы Натальи Гончаровой и Ларионова тоже украсили нашу коллекцию, собрание. Машкова, потрясающего совершенно, забываю сказать, наверное, в первых рядах надо было сказать, это, конечно, Василия Кандинского. Василий Кандинский у нас практически вот только что вернулся из зарубежной поездки, и во всем своем блистательном облике беспредметного искусства заявлен своей вот этой вот мощью, да, у нас в третьем зале. И надо сказать, что будет очень много информации об этих течениях, и о голубой розе, о ослином хвосте, и о начале авангарда, зарождении авангарда у нас в России. И будут небольшие такие фрагменты биографические, как мы напоминаем нашим посетителям о том, что эти художники в какое-то определенное время, после 30-х годов, были изгоями у нас в России, да, и как сохранялась эта коллекция в нашем музее. Практически она была готова к истреблению. Вот такие вот моменты, они будут раскрыты в таком сценарии своем в нашей экспозиции.
Надо сказать, что вы получите огромное удовольствие, и еще говоря о том, что авангард и символизм будет рядом с нашим Николаем Фешиным, да, который тоже очень плавно, красиво, нежно вплетается вот в эту теорию искусства и переходит Баки Урманче. То есть весь третий этаж у нас будет такой мистическо-символистический, авангардический, скажем так. Хотелось бы вернуться к Михаилу Врубелю. Вот расскажите, пожалуйста, о безусловной гордости коллекции. Это вот единственная картина Врубеля. У нее непростая ведь судьба. Ну, вы знаете, наверное, любая судьба произведения повторяет непростую судьбу художника. Вы знаете, что художник очень не сразу поздно стал художником и блистательно закончил гимназию, блистательно закончил университет, он стал юристом, но при этом он все-таки параллельно обучался в Академии и живописи. И все, что он сделал, это были его муки творчества, и, безусловно, он стал востребованным не так быстро. И востребованность его, как она проявилась? Конечно, Савва Мамонтов, да, его начал приглашать, он дал ему мастерскую. Конечно, вот оформление особняка Морозовых. И эти все вещи, они реально были гениальными. Если вы читаете Константина Коровина, то он буквально на каждом шагу говорит о том, что Врубель гений. Тогда, когда его никто еще не понимал. И я хочу сказать, что его печальная судьба – это блистательный взлет карьеры, его метание. Опять же, вот эта тема духовного погружения и в себя, и в мир. И вот не случайно это Мефистофель, да, демон. Эти все темы – это погружение в какой-то философский такой мир души, мир космический даже, скажем. Вот сегодня, вот по этой картине, да, мы узнаем наших всех вот Гарри Поттера совершенно спокойно, да, летящие вот такие духи, да, и для нас это сегодня мы спокойно это воспринимаем. В тот момент это было очень странно. Савва Мамонтов говорил: я не понимаю, что это за искусство. Вы знаете, что в Нижнем Новгороде вся академия восстала и сказала, что нет, это не искусство. И только благодаря Мамонтову был построен отдельный павильон и выставили всего Врубеля. И о нем заговорили, конечно, просто как о гениальном художнике. А когда он ушел из жизни, у его гроба стоял еще один мистик. Это наш Александр Блок. И там он просто сказал, да, что я не знал этого человека лично, но он мне так близок, и он, конечно, гений. Чьими силами реставрировалась картина Врубеля или того же Лентулова? Вы знаете, вот только что из реставрационных мастерских вышел у нас Багаевский, да, это огромная работа, это крымский пейзаж, такой тоже мистический. Только что вышла работа у нас нашего Ларионова, да, то есть у нас, конечно, очень хорошая группа реставраторов, живописцев, и это... Их у нас 9, и по живописи, и по древнерусскому искусству. Конечно, это мы делали все сами. Мы очень редко прибегаем к услугам, например, в ХРНЦ. Сегодня я хочу просто сказать, что наши мечты начали сбываться. После реконструкции мы откроем уже оборудованные реставрационные мастерские на самом высшем уровне. То есть для живописи у нас будет такой совершенно современный стол, который подогревает. Там есть подпитка воды, там великолепное освещение, он двигается, он трансформируется. То есть мы, конечно, необыкновенно счастливы. Будут микроскопы, отсутствие которых мы очень, в общем, страдали. И я надеюсь, что наша реставрационная мастерская заработает просто в полную силу. Ну тогда давайте еще откроем небольшие сюрпризы, которые готовит ваш музей в дни проведения чемпионата мира по футболу. Как вы знаете, я думаю, что уже весь город знает, что и радуется за нас.
то, что у нас практически 80% наших объектов, они в реставрации. Это, вы знаете, совершенно бесконечный, бесценный дар государства. То есть, например, галерея современного искусства, она полностью была очищена от старых слоев. Это бывшие мастерские, бывшие залы Союза художников. Абсолютно она была просто оголена. Вот если вы представляете себе, от всех наслоений, и сейчас создается новое пространство, современное. Значит, мы сейчас отдаем главное здание под реставрацию. А вы знаете, это объект культурного наследия федерального значения, и мы очень гордимся им. Будет отреставрировано это здание, парк, наши реставрационные мастерские хранилища. И поэтому у нас остается только единственная площадка, это в Кремле. Конечно, она большая, это 3500 квадратных метров. Вот весь 3-й этаж мы показываем все свое собрание. Это Николай Фешин, это Бакиур Манче. Такие небольшие, два зала небольших, это русский авангард, символизм. 2-й этаж мы открыли 28 числа, открыли совершенно дивную выставку, дивную, тоже из нашего собрания. Это период творчества художников Советского Союза после оттепели. И многие уже люди, которые приходят, посетители к нам, они просто восхищаются, забытые имена. Мы продолжаем. С 1 июня Казанский зооботсад переходит на летний режим работы. До конца лета посетить его можно будет с половины 9 утра и до 8 вечера. А в первый день работы зооботсада по новому графику 1 июня здесь пройдет празднование Дня защиты детей. Посетители смогут посмотреть концерт звезд татарской эстрады и их детей, принять участие в играх и конкурсах. Развлекать горожан будут аниматоры также в программе «Аквагрим» и множество других приятных сюрпризов. Впрочем, познакомить с животным миром своих маленьких детей можно не только посещая зоопарк. Вот вам пример интересной игры, которая будет и веселой, и познавательной. Главное, найдите время для своего малыша и проявите чуточку таланта. Тематические занятия – это прекрасный способ развития вашего ребенка, который позволяет в интересной игровой форме получать знания из той или иной сферы жизни. Животный мир, профессии, растения, времена года, техника, дорожные знаки, фрукты и овощи – это далеко не весь перечень тем, которые можно использовать. Вы можете устраивать тематические дни или недели, в зависимости от того, как быстро ваш ребенок усваивает материал и теряет интерес. В сегодняшнем ролике мы покажем вам пример организации занятия на тему «Подводный мир и его обитатели». Расскажите ребенку о том, какие бывают водоемы и как разнообразны жители, населяющие их. Для того, чтобы совместить учебный материал с творчеством, мы предлагаем вам сделать мини-океан. Мне кажется, такое занятие придется по вкусу не только малышам, но и взрослым. Согласен полностью. Мы продолжаем. Маффины – симпатичные пирожные на 3 укуса, которые легко умещаются в ладони. Люди, далекие от кулинарии, считают, что маффин – это кекс по-американски. Но между двумя видами выпечки есть огромная разница, и не только в форме. Бывают и маленькие порционные кексики, помещаемые в бумажные розетки. Разница состоит в другом. Хотите узнать в чем? А также научиться готовить это экзотическое блюдо? Познакомьтесь с рецептом маффинов со шпинатом. Для приготовления этих оригинальных маффинов вам понадобится 300 граммов свежего шпината, 250 граммов муки, 130 граммов тертого сыра чеддер, 90 граммов сливочного масла, 2 яйца, разрыхлитель для теста, 2 томата, столовая ложка оливкового масла, чайная ложка соли и полстакана молока. Подготовьте шпинат, оторвав листья от плодоножек. Затем замочите его в холодной воде на 15 минут.
В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. Взбейте яйца, влейте их в муку, туда же добавьте масло и яйца. Замесите тесто и оставьте его отдыхать минут на 15. Шпинат подсушите бумажными салфетками. Мелко порубите и вместе с натертым сыром смешайте с тестом. Готовой смесью наполните формы для запекания. Сверху накройте кружочками помидоров и сбрызните маслом. Маффины выпекайте 25 минут до золотистой корочки в духовке, предварительно разогретой до 170 градусов. Приятного аппетита! Вкусно, сытно, полезно. Но мы продолжаем. Дорогие друзья, у вас появился шанс выиграть вот эти 2 пригласительных билета в Корстон на представление «Елка-2» на 1 июня. Для этого вам нужно ответить на простой вопрос. Каких иголок не бывает на еле? Плоских, 3-гранных или 4-гранных? Ждем ваши ответы по телефону прямого эфира 570 50 75. Дозванивайтесь до нас. Еще раз напомним номер 570 50 75. 2 билета на 1 июня. Ну а сейчас узнаем, что интересного можно будет увидеть сегодня на нашем канале. Дозванивайтесь скорей. Почему ты милицию не вызвал? Да откуда я знаю? Я вообще только в машине очухался. До ножа, надеюсь, ты не дотрагивался? До ножа нет. Хоть за это спасибо. До телефона дотрагивался. До дверной ручки вон дотрагивался. Какая-то бабка меня видела. Наверняка номер машины записала. Молодец. Молодец. А ты знаешь, что в таких случаях свидетелей не оставляют? Таинственные путешествия главного героя в прошлое продолжаются, и в нем совершаются события, которые изменят весь ход истории. «Эффект Багарне» сегодня в 12:00 на ТНВ. Троица – торжество духа и радость возрождения. Издревле любимый народом праздник, приносящий душевную благодать и Божью милость. Троица в Матюшино. Каравай. Сегодня в 13:00 на ТНВ. Поэт, публицист, критик, журналист. Ему выпала сложная, но богатая на события судьба. Мойдодыр, Тараканище, Бармалей. Это истории, известные каждому ребенку, как и их автор. Корней Чуковский, «Рыцари вечности», сегодня на ТНВ. Здравствуйте, мы продолжаем. У нас продолжается розыгрыш билетов на представление «Елка-2», которое пройдет в Корстоне 1 июня. Напомним вопрос. Каких иголок не бывает на еле? Плоских, 3-гранных или 4-гранных? И у нас есть дозвонившийся. Алло, доброе утро. Доброе утро всем. Здравствуйте, как вас зовут? Сурья. Очень приятно, рады вас слышать. Итак, ваш ответ. Не бывает 3-гранных. Не бывает 3-гранных, да, все правильно. Верно, это правильный ответ. Мы вас поздравляем. Эти пригласительные достаются вам на 1 июня в Корстон. Вот на замечательное представление «Елка-2». Пожалуйста, не кладите трубочку, вам сейчас расскажут, как можно будет забрать ваш приз. Еще раз вас поздравляем. Ну и в продолжении, наверное, мы сейчас с вами сможем посмотреть, какие же сегодня события еще ожидают жителей нашего города. Подумать только, если не январь. В Казани выступит Вадим Самойлов. Участник легендарной группы ждет тех, кто любил Агату Кристи в 90-е, кто оставался поклонником братьев Самойловых в 2000-х, кто до сих пор ценит качественный рок и живые выступления.
Когда поймешь умом, что ты один на свете, и одиночество дорога так длинна. Концерт Константина Никольского. Он редкий гость на телевидении. Все силы музыкант отдает созданию искренних песен. Вечер в компании Никольского похож на долгожданную встречу со старым другом, которому всегда есть что рассказать. Разнообразный получается вечер, не правда ли? Но движемся далее. Бои по правилам ТНА 1/8 финала. Киокушинкай, муай-тай, кикбоксинг – все эти стили сегодня будут представлены на ринге. Турнир проводится по жестким правилам. Отбор бойцов проходит по системе пирамиды. Чтобы стать обладателем главных призов, они должны одержать победу в 4 этапах соревнований. Спектакль «И это жизнь». В душе герой хочет служить людям, но на деле занят фантазиями и мечтами. Мелкие интрижки, судебные тяжбы, склоки и споры ни о чем. Постепенно молодой священнослужитель вступает во внутренний конфликт с самим собой. Планы его рушатся, и он приходит к моральному краху. Эта рубрика создана нами специально для вас, чтобы вы не потерялись в море информации о событиях, происходящих в нашем городе. До встречи! Спасибо, Камила. Ну а мы поговорим о погоде. Увы, природа продолжает удивлять нас температурными качелями. Не успели мы вчера погреться под солнышком, температура только поднялась до 20 градусов тепла. Как сегодня синоптики нам вновь обещают прохладу. Сегодня воздух прогреется максимум до 10 градусов выше нуля. Нас ждет переменная облачность, небольшой дождь, а к ночи температура опустится местами аж до 2 градусов. И даже, говорят, возможен мокрый снег. Так что, пожалуйста, одевайтесь теплее, берегите свое здоровье, ведь завтра уже начинается календарное лето. Ну да, ну и мы в продолжении завершим предсказания астрологов для оставшихся 6 знаков зодиака. Большинство весов сегодня нуждается в ласке и внимании. Душевность и сочувствие будут для представителей этого знака волшебным снадобьем от всех болезней. Не рекомендуется отправляться в далекий путь, затевать тяжбу, начинать ремонтные работы. Гороскоп предсказывает Скорпиону не 1, а 2 компонента для успеха на профессиональном поприще. Это смелые и оригинальные идеи. Раз. Второе – поддержка друзей во время их реализации. В семейной жизни понадобится совет взрослого родственника. У стрельцов сегодня будет очень противоречивый день. Вы сможете легко добиться успехов, но они будут скромными. Неожиданное романтическое свидание во второй половине дня превзойдет все ваши ожидания. Козерогам по силам сделайте этот день необычным и удачным. Любимый человек в этот день с удовольствием поддержит вашу инициативу и одобрит ваши самые смелые идеи. Водолеям с утра придется поломать свою голову над проблемами, которые возникли накануне. Отношения с вашими близкими и друзьями будут складываться весьма гармонично. Покажите им, что вы готовы пойти на компромисс. Во второй половине дня, возможно, любовное признание, которое удивит вас. Если рыбы сегодня отложат сделки и крупные покупки, то поступят очень разумно. А еще это будет очень благоприятный день для выездов на природу, для семейных мероприятий и общения с родственниками. На сегодня это все. А вот что вы увидите завтра в нашей программе. День защиты детей. В эфире праздничный выпуск программы «Здравствуйте». Летний лагерь. Чем занимаются в школе во время каникул? И почему наши дети так зависят от гаджетов? Ну, а это было все, что мы успели вам рассказать сегодня. Да, действительно, и погода поменялась, и, возможно, стало на улице немножечко холодно. Главное быть к этому готовым. Уже в выходные будем надеяться, что погода начнет налаживаться, ведь завтра мы встречаем лето, 1 июня. Уже пусть циклон уходит подальше, будем привлекать тепло. Спасибо вам за внимание. С вами сегодня были Рустем Каримуллин и Ассоль Мухамедзянова. Смотрите наш повтор наших программ на нашем сайте www.tnv.ru. Также мы есть ВКонтакте, в Инстаграм. Подписывайтесь, не стесняйтесь. Мы рады новым подписчикам. Всего доброго, мы вас любим. До завтра на ТНВ. Всем пока.